7 апреля на центральном стадионе регионального спортивного комплекса «Муниципий Камрад» состоялся 4-й тур в рамках Лиги 1 чемпионата Молдовы по футболу, где встретились два футбольных клуба из Гагаузии – «Олимп» и «Суклия». Матч не выявил победителей и закончился со счетом 1-1. Как отметил тренер камрадской команды, в этот раз что-то пошло не по плану и не смогли реализовать намеченные цели. Мы приехали играть на выигрыш, на победу, но по игра была равная, поэтому думаю, что результатом нужно быть все-таки довольным. Игра справедлива, равная. Были моменты у нас, были моменты у команды хозяев. Но считаю, что по итогу нужно быть довольным. Надо выигрывать, надо бить по воротам, попадать, надо забивать голы. Пока так, есть над чем работать. Наставник футбольного клуба «Сукли» отметил, что игра была упорной и зрелищной, но итог показал, что оба клуба играли на одном уровне. Тяжело оценивать такие игры. Настраивались на одно, готовились к одному, получилось совсем другое. Все пошло не по плану в первом тайме, не реализовали свои моменты, которые создавали. Можно сказать, из-за этого провалили весь первый тайм. Результат должен быть был другой. Вынуждены были сделать 2 замены, чтобы перестроить игру. Но, к сожалению, опять травма у основного игрока, который вел всю игру. Поэтому пришлось опять менять тактику, выпускать другого игрока, который тоже травмирован. К тому же мы играли без вратаря. У нас полевой игрок стоит в воротах. Мы работаем на тренировках. Но тяжело, когда, видите, в составе мы еле набираем 11 человек. У нас много травмированных игроков, а в запасе никого нет. К сожалению, время, когда было заявлять игроков, оно было потеряно. И мы немножко неправильно провели политику набора игроков, и в результате сейчас оказались тем, что у нас минимальное количество игроков и выбора по сути нет. Любое очко, оно очко, но в этой ситуации для нас это очень плохо. Тем более дома, знаете, и тем более сегодня вот я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли поддержать нас. Это при мне здесь первый раз, когда столько людей пришло. И обидно, что мы не оправдали их надежды, к сожалению. Ну, жизнь продолжается, будем работать и надеюсь, что следующие игры мы вытянем и сможем набрать необходимые нам очки. В рамках 5-го тура Лиги 1 чемпионата Молдовы по футболу футбольный клуб «Олимп» встретится в выездном матче с футбольным клубом «Шири-2». Матч пройдет в Тирасполе 14 апреля. Напомним, что клубам, попавшим в группу 2 фазы 2 Лиги 1, где играет футбольный клуб «Олимп», предстоит сыграть между собой по 7 матчей. 2 последние команды турнирной таблицы вылетят в Лигу 2. Оставшиеся 6 поборются в плей-офф раунде за вторую попытку в Суперлигу. В минувшие выходные Огуспорт У-19 сыграл свой матч 20-го тура высшей лиги У-19 против одного из лидеров чемпионата Академии футбольного клуба «Зимбру». В первых минут матча команда уверенно играла, высоко прессинговала соперника и создавала опасные моменты у ворот гостей. Все же первый гол матча забил «Зимбру» после штрафного удара. Наша команда смогла ответить голом после сольного прихода Петра Сафроновича по правому флангу. В конце первого тайма «Зимбру» все же вышел вперед, реализовав пенальти. Второй тайм начался довольно ровной игрой и парочкой опасных выпадов. Атаки Огуспорта на 53-й минуте матча гости остались в меньшинстве после фола на Сергее Дечеве. Огуспорт создавал множество опасных моментов у ворот соперника, но не хватило везения в завершении атак. Второй тайм завершился без голов. В итоге наша команда проигрывает в домашнем матче 1-2 титулованному сопернику. Достойная игра не прибавляет баллов в таблице, но дает надежду на то, что мы сможем одержать победу в предстоящем матче с ФК «Варан» в муниципии Кишинев, отметил президент клуба Анатолий Мавради. Прошлый 19-й тур высшей лиги Огуспорт был в гостях у футбольного клуба «Бельце». Поединок был сложным, с сильным соперником, который располагается на 5-м месте в турнирной таблице. Огуспорт выехал на матч против «Бельц» в отличном расположении духа после выездной победы над Кишиневом
Кишиневской школой футбола номер 1. В первом тайме бельцы создали больше опасных моментов, но несмотря на это, команда контролировала мяч и хорошо справлялась с атаками соперника. Не хватало в первом тайме нацеленности на ворота, и атаки не доводились до ума. Второй тайм начался с небольшим игровым преимуществом бельц, которое у них не получалось преобразовать в опасный момент. Огуспорт быстро выровнял игру во втором тайме и начал больше атаковать. Одна из атак наших ребят привела к голу. Василий Катранжи убежал от защитника и обыграл ударом вратаря хозяев. Мы повели 1-0, но, видимо, усталость и отсутствие достаточной уверенности в себе привели к тому, что после гола наша команда отдала пространство сопернику, и мы получили ответный гол через 2 минуты после нашего. Команды обменялись голами, а потом и парочкой неопасных атак, но так и не смогли больше забить. Скорее всего, это справедливая ничья, которая показывает, что по качеству и уровню игры наша команда заслуживает минимум 5-ю строчку в турнирной таблице. Как говорят, матч состоится в любую погоду. Так и вчера, несмотря на жуткий холод и дождь, на центральном стадионе Муниципия Камрад состоялся ответный матч между двумя клубами, которые играют в разных дивизионах чемпионата страны. ФК Бельцы играет в Суперлиге, Универ играет в дивизии Б. Несмотря на уровень команд, матч был зрелищным. В первом тайме игру преимущественно вели футболисты Универа. Первый и единственный гол в матче у хозяев забил Вячеслав Добриогло. Первый тайм завершился со счетом 1-0 в пользу хозяев поля. Во втором тайме гости активизировались, взяли игру в свои руки и уверенно вели мяч, и тем самым забили в ворота соперников 4 красивых гола. Как отметил наставник футбольного клуба «Универ» Александр Георгиев, ребята старались и выложились на поле на все 100. Против них играли не только сильные соперники, но и погода. Первый тайм старались ребята, замерзли очень сильно после первого тайма. Я доволен, я хочу их поздравить, они молодцы, старались, нет слов. Нам голы сейчас не нужны, нам нужна игра, мы хотим выходить в дивизию А, где добиваться более серьезных результатов. Эта игра для нас была как промежуток. Мы старались, все хорошо. Стоит отметить, что футбольный клуб «Универ Огуспорт» является единственным клубом, который представлял Гагаузию на данной стадии Кубка Молдовы. И дойти до 1/4 финала является отличным достижением. Соперники играют в национальной дивизии, игра с ними для наших футболистов – большой опыт. Как отметил тренер футбольного клуба «Бельц» Вячеслав Руснак, футболисты отработали на высшем уровне, но все же погода внесла свои коррективы. Учитывая погодные условия, мне кажется, что кто как играл, отходит на второй план. Было очень холодно, ветер, и сыро, и, наверное, главное, что ни у нас, ни у соперника, слава богу, не было травм. И ребята молодцы, играли аккуратно, никто не грубил, хочу за это поблагодарить хозяев. И отметить также, что очень хорошая команда, которая, я уверен, добьется своих результатов. Первая встреча между этими клубами завершилась также победой футбольного клуба «Бельц» со счетом 5-0. 8 апреля состоялся 16-й тур в южной зоне Лиги 2 чемпионата Молдовы по футболу, где принимают участие 4 футбольных клуба из Гагаузии. После 16-го тура все внимание в южной зоне чемпионата приковано к футбольному клубу «Универ» из Муниципия Камрад, который не только разгромил в домашнем матче ФК «Сокол» из села Копчак со счетом 9-0, но и вышел в лидеры, возглавив турнирную таблицу за 6 туров до конца чемпионата Молдовы. Из ведущей четверки, борющиеся за победу в чемпионате Молдовы в зоне Юг-Лиги. В зоне Юг-Лиги 2 очки потерял только Зимбру-2, который неожиданно не смог выиграть в Чемишлие, сыграв ничью. При одинаковом количестве очков с Зимбру-2 камрадчане имеют преимущество в личных встречах. Универ Огуспорт, Сокол 9-0. Футбольный клуб Кангас одержал уверенную победу в выездном матче против футбольного клуба Слободия Мари. Счет матча 2-6. Футбольный клуб Маяк из села Кирцево потерпел домашнее поражение со счетом 0-3 от футбольного клуба Стоучень. В рамках следующего тура Камрадский Универ сыграет в выездном матче с футбольным клубом Стоучень, который располагается на 3-й строчке в таблице с отрывом от первого места всего лишь на 1 очко и также борется за звание чемпиона Молдовы. Встреча состоится 15 апреля.
Ничья с лидером южной группы. В матче 7-го тура чемпионата Молдовы по женскому футболу Лига Национала У-14 футбольная команда девочек Камрадской детской спортивной школы принимала лидера южной зоны команду Петроклуб на центральном стадионе села Кирсово. Обе команды с первых минут матча задали высокие темпы игры, смело шли в единоборство и старались поразить ворота соперника. Но строгая игра в обороне и удачные действия вратарей так и не позволили никому праздновать победу. Игра завершилась в ничью 0-0. В южной группе командам предстоит еще сыграть 6 туров. Впереди нас ждут новые интересные матчи, отметил тренер команды Андрей Леонов. 9 апреля в селе Копчак состоялся турнир по волейболу среди девушек 2004 года рождения и моложе в честь участников ликвидации Чернобыльской аварии, в котором приняли участие более 50 спортсменок. Мероприятие посетила глава Гагаузии Ирина Авлах. Она пожелала удачи всем волейболисткам и подарила спортсменкам волейбольные мячи. Такие турниры мы проводим волейбольный, скоро будет футбольный, республиканский в Кишиневе. Мы проводим для того, чтобы напомнить людям, что было в Чернобыле, что было на авариях в других, допустим, в Томске, в Омске, на атомных подводных лодках, а также вот сейчас к нам присоединились Фукушима, и меня избрали председателем международной организации. Мы стараемся в этой организации, во-первых, 17 стран мира, чтобы слово Чернобыль, слово радиации распространилось, особенно среди молодежи, которая даже представления не имеет о том, как воздействует радиация на организм человека. Это 9-й турнир мы проводим, тоже в честь героев Чернобыля, как я говорил, и в памяти Чернобыля, тех людей, которые ценой своей жизни и здоровья сделали все для того, чтобы мы сегодня все, которые живем тут на свете, увидели синее небо, зеленые наслаждения и все такое. Потому что люди не знают, что это такое, и думают, что радиация действительно такой враг, который не виден. Быть участниками и быть частью тех, кто чтит память людей, благодаря которым мы живем. Данный турнир – это не только возможность подружиться с кем-то, поиграть в свое удовольствие, выиграть что-то, доказать, что мы можем, доказать, что тренировки проходили не зря, но еще выразить свою благодарность людям, которые жертвовали своей жизнью ради будущего, то есть ради нас. На переходящий кубок соревновались 4 команды: Кишинев, Чемишле, Камрад и Копчак. По итогам соревнований кубок достался волейбольной команде из села Копчак. Второе место досталось волейбольной команде из Кишинева. Тройку призеров турнира замыкает волейбольная команда из города Камрад. Все призеры турнира по волейболу среди девушек были награждены от лиц организаторов медалями, дипломами и денежными премиями. Турнир в честь ликвидаторов аварии в Чернобыле проходит в Гагаузии ежегодно. В начале апреля в Румынии проходил международный турнир Championship Forti Dumbravica, в котором приняли участие около 300 спортсменов, в том числе теннисисты из Гагаузии. Соревнования проводились как в командном, так и личном зачете. В состязаниях приняли участие 5 стран: Венгрия, Италия, Сербия, Румыния и Молдова. Из Гагаузии отправилась на этот турнир команда в составе 7 теннисистов, 2 тренеров и президента клуба Антарис Авдарма. Всего из Молдовы приняли участие в соревнованиях около 30 спортсменов и 10 тренеров. В категории девочки У-13 серебряную медаль завоевала Таукчи Анастасия, которая переиграла всех своих соперниц из Румынии, Италии и Сербии, и лишь в финале уступила чемпионке Молдовы Кравченко Валерии. Достойно провели свои встречи Косы Милена и Милентий Виктория. В категории У-15 бронзовой призерка стала Марина Гаргалык, уверенно прошла подгруппу и дошла до полуфинала. Уступила лишь одну встречу теннисистке из Сербии со счетом 1-3 и заняла почетное 3-е место. Чуть ниже на
5-м месте расположилась одноклубница ЕЗЖ «Марина», которая также прошла подгруппу первым номером. Уступила в стыковом матче за выход в четверку итальянки 1-3. В категории мальчики У-13 в личном разряде порадовали своих тренеров Касым Игорь и Арнаут Александр. Игорь Касым одержал 4 победы и уступил сербу в полуфинале, тем самым занял 3-е место. В командном зачете в категории У-13 девочки команда Антарис Авдарма вышли из группы, но уступили за выход в четверку лучших спортсменам из Румынии со счетом 1-2 и заняли 5-е место. В категории У-15 девочки Антарис Авдарма вышли уверенно из группы первым номером, дошли до 1/8 финала и за выход в четверку уступили девочкам из Румынии 1-2 и также расположились на 5-м месте. В Гагаузии прошел чемпионат Республики Молдова У-19 по настольному теннису. Количество спортсменов превысило 100 человек. Принимали участие теннисисты со всей Молдовы. Соревнования прошли в спортивной арене Антарис Авдарма в 2 залах. Медали завоевали юные теннисисты из Гагаузии, хоть и были моложе своих соперников на 4 года. Напомним, 18 марта в своем возрасте наши воспитанники привезли 6 медалей с чемпионата Республики Молдова У-15. Второе место в личном разряде У-19 среди мужчин занял Козма Давид, Камрадская Дюс США. Давид проиграл лишь одну встречу в финале чемпиону Республики Молдова Феликсу Казмалич. В итоге Феликс стал абсолютным чемпионом Республики Молдова. Первое место в личном, парном и смешанном. По итогам чемпионата Молдовы Давид попал в сборную и выступит в июле в чемпионате Европы. 3-е место в парном разряде среди девушек заняли Гаргалык Мария и ЕЗЖ Марина. Девочки уступили за выход в финал чемпионкам Республики Молдова, а в матче за 3-е и 4-е места переиграли призеров из города Дубасары. В чемпионате Республики Молдова по вольной борьбе и женской борьбе до 17 лет принимали участие 180 спортсменов. В этом году чемпионат проходил с 6 по 7 апреля в Государственном университете физического воспитания и спорта в Кишиневе. В соревнованиях приняли участие борцы регионального спортивного лицея и других секций Гагаузии. Однако стать чемпионами страны в этой возрастной категории не удалось никому. Спортсмены региона принесли в копилку лишь серебряные и бронзовые медали. Второе место в различных весовых категориях заняли борцы спортивного лицея секции вольной борьбы села Кангал. Григорий Гайдаржи, Дмитрий Сапунжев, Акалы Иван. Бронзу завоевали Сергей Камбур, Дмитрий Сапурдей, Семен Василиоглу, Герман Регуш, Денис Сариоглу, Петр Камур. Что касается командного зачета, то первое место в вольной борьбе заняла команда из Камрата, набравшая 97 очков, а в женской борьбе победившая команда ЛРПС набрала 115 очков. Среди девушек 3-е место заняла воспитанница спортивного лицея Ирина Блах. Как отметил тренер Илья Итер, несмотря на то, что в этот раз нет чемпионов, ребята достойно выступили, некоторым не хватило техники и сноровки. Борцы вольного стиля Камрадской детской спортивной школы на прошедших соревнованиях завоевали также 3 бронзовые медали. 3-е место Владимир Кизли, Артур Димов и Руслан Тодоров. В прошедшие выходные завершились игры плей-офф как в мужском, так и женском чемпионате Молдовы по баскетболу, определив сильнейшие пары, которые разыграют между собой призовые места и титул чемпиона страны. Впервые за всю свою более 10-летнюю историю участия в чемпионате Молдовы мужская баскетбольная команда Чедербаскет попала в финал и поборется за золотые медали Суперлиги и звание чемпиона Молдовы. Стоит отметить, что команда Чедербаскет является 2-кратным чемпионом второй лиги по баскетболу, бронзовым медалистом Суперлиги, но в финал высшей лиги не выходила ни разу. Противостоять ей в финале будет команда спортшколы Бельцбаска с коллективом, имеющим в своем активе как чемпионский титул прошлого сезона, так и титул обладателя Кубка Молдовы. На пути к выходу в финал командой Чедербаскет было сыграно в общей сложности 15 игр, 8 которых одержана победа. За выход в финал серии до 2 побед была одержана победа над командой Глория Кишинев, команда, состоящая из выпускников спортивных школ Кишинева.
первой игре команде «Глория» удалось одержать победу со счетом 73-67, но оставшиеся две игры были за командой «Чедербаскет» 74-70 и 68-71. Самыми результативными в команде «Чедербаскет» являются Султ, Утин и Авдеенко. Стоит отметить, что баскетбольная команда из Камрата, Камрат Хорсес, также выиграла свою серию плей-офф против технического университета и заняла итоговое 5-е место в высшей лиге чемпионата Молдовы по баскетболу. Уже этой осенью баскетбольный клуб Камрат Хорсес планирует принять участие в чемпионате Молдовы среди юношей У-12 и У-16. Благодаря победе на последней игре команда Камрат Хорсес заняла 5-е место на чемпионате Молдовы по баскетболу. Хотим от всей души поблагодарить всех, кто поддержал нас на протяжении сезона, и пожелать оставшимся командам удачи в борьбе за призовые места, отметил тренер команды. Для нашей академии это не только начало. Мы знаем, что в дальнейших сезонах наши успехи будут все выше и больше. Мы рады, что когда-то приняли решение участвовать в этом чемпионате, ведь это оказался колоссальный опыт для нас и наших игроков. Спасибо нашим игрокам за их терпение и старания. Они тоже многому нас научили, каждый успел проявить себя по достоинству на игровом поле. У нас были взлеты и падения, но мы справились и дошли до конца, отметил президент клуба Евгений Зимовский. В женском баскетболе также значительные успехи у женской команды под названием «Гагаузия» из Чедерлунги, которая в самоотверженной борьбе за выход в финал одолела своего извечного соперника, команду Политехнического института из города Кишинев. В серии до 2 побед девушки, уступив первую игру со счетом 39-61, нашли в себе силы и успешно завершили следующие 2 победные игры со счетом 78-49 и 66-50. Самыми результативными игроками команды являются Юлия Курудимова и Юлия Славиогла. Молодые спортсмены из Гагаузии приняли участие в соревнованиях по правилам ММА и К1, которые прошли в Кишиневе. В 3-м бое первой части турнира ФИА оба бойца из Молдовы. Категория свыше 70 килограммов. В турнирах принял участие Сергей Келеш против Сергея Морозан. Бой был очень красивым, и единогласную победу Сергею Келеш судьи смогли присудить только после экстра-раунда, пишет сайт Федерации. В 4-м бое первой части, но уже по правилам К1, выступил еще один уроженец Гагаузии. В весовой категории 60 килограммов Федор Казанжис родился с представителем Румынии Робертом Хухуалонг. Бой был закончен досрочно в 1-м раунде. Нокаутом выиграл Федор Казанже. Прошедший месяц был плодотворным для спортсменов регионального спортивного лицея муниципе Камрат. Ребята, занимавшиеся различными видами спорта, завоевали в копилку учебного заведения медали разных достоинств. Григорий Киряков завоевал бронзовую медаль на Кубке мира по боксу. Отделение вольников и греко-римской борьбы успешно выступило на международном турнире и в чемпионате Молдовы среди взрослых. Тейквондисты порадовали наставников медалями не только с международного турнира, который прошел в Молдове, а также завоевали призовые места на соревнованиях в Болгарии. Кубок мира прошел очень хорошо, мне очень понравилось. Были, да, много трудных. Это как большой мировой турнир. Было много хороших соперников, как и кубинцы, бразильцы, казахи, узбеки. Много было соперников. Мне по жеребьевке очень сильно повезло. Я попал в невидимку. Меня разделили в четвертьфинале, я попал в полуфинал. В полуфинале я встретился с спортсменом из Казахстана. С ним провел хороший бой. Да, были там и судейства, так не очень было. Пытались как-то засудить, так. Раунд тоже неровно шел. По счету должен 3 минуты, шел 4:30 и проиграл по очкам. Все зависит от подготовки, от того, как ты подготовишься, и выступишь на соревнованиях. Думаю, что я могла бы лучше, нужно больше тренироваться. Я провела 2 боя. Первый бой я выиграла. Соперница была не такая трудная, а вот вторая, она более такая высокая была, и более трудно было с ней работать. По словам наставника Федора Тукан, ребята показали себя на высоком уровне на различных соревнованиях, но есть еще к чему стремиться и самое главное – попасть на Олимпийские игры. И сейчас будут у нас среди кадетов, потом будет среди молодежи, ребята на все соревнования готовятся, достаточно неплохо выступили.
Выступили Гуза, Константин, Тамайлы, Георгий хорошо выступил. Девочка у нас новенькая, она хорошо выступила, заняла 2 место. То есть ребята готовятся и выигрывают, и радуют нас тренеров. Говорят, плох тот солдат, который не хочет стать генералом, так и в спорте плох тот спортсмен, который не хочет попасть на чемпионаты мира или Олимпийские игры. Но чтобы мечты осуществились, нужны упорные тренировки и выезды на всевозможные сборы и соревнования. Так, в этом футбольном сезоне 4 команды по футболу ведут лидирующие позиции в чемпионате страны и планируют попасть в национальный дивизион. Впереди у нас еще серьезные мероприятия предстоят, на которых мы будем участвовать. У всех есть возможность к этому подойти. Главное – повседневный ваш труд. Ребята продолжают усиленно тренироваться, так как впереди чемпионат страны по вольной борьбе. В апреле и мае боксеры едут на международные состязания, а футболисты завершат футбольный сезон и подведут итоги.